Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон с целью ознакомления с ходом работ по созиданию, благоустройству и сдаче в эксплуатацию ряда объектов различного назначения с рабочей поездкой прибыл в район Рудаки. 25 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с ходом работ по созиданию, благоустройству и сдаче в эксплуатацию ряда объектов различного назначения с рабочей поездкой прибыл в район Рудаки. Славные и трудолюбивые жители района тепло и искренне встретили президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В период государственной независимости, благодаря созданию десятков административных, социальных и обслуживающих объектов, район Рудаки заметно благоустроился, стал краше. В результате осуществления созидательных целей правительства страны и развития важных сфер с каждым днем повышается благосостояние населения. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в районе Рудаки посетил выставку хлебобулочной и кондитерской продукции, национальных блюд и народных ремесел. 25 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку хлебобулочной и кондитерской продукции, национальных блюд и народных ремесел в районе Рудаки. Труженики 16 поселков и селений района выставили на показ результаты своей деятельности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале ознакомился с хлебобулочной продукцией, изготовленной на высоком качественном уровне и с большим мастерством женщинами района. Жители района Рудаки с чувством благодарности и в результате сплоченного труда добиваются значительных результатов во всех сферах. В другом уголке выставки было показано приготовление плова в отдельных котлах, халвы и других блюд. Таджикские национальные блюда славятся во всем мире и являются свидетельством богатой культуры. Опытные и наделенные тонким вкусом мастера и умельцы, вдохновившись объявлением годов развития села, туризма и народных ремесел, активно участвуют в возрождении и развитии народных ремесел, таких как гончарное, кузнечное дело, изготовление корзин, резьба по дереву, шитье национальной одежды и других. Развитие туристической сферы в стране и большой интерес зарубежных туристов к нашему государству побуждает народных умельцев изготавливать красивые и оригинальные сувениры для туристов. На выставке с большим мастерством в целом были представлены результаты деятельности трудящихся района Рудаки. Было подчеркнуто, что в наше время глобализация, именно возрождение и развитие национальных традиций, народных ремесел и защита самобытных ценностей предков позволит сохранить менталитет древнего таджикского народа. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил мастерство и искусство трудящихся района и дал полезные советы по возрождению и развитию народных ремесел и достойного представления продукции народных умельцев на международной арене. После посещения выставки хлебобулочной и кондитерской продукции, национальных блюд и народных ремесел тружеников района Рудаки, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 182, построенное в селении Джуйбодом сельского джамуата Чортепа. В районе Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 182, построенное в селении Джуйбодом сельского джамуата Чортепа. Во дворе нового образовательного учреждения лидера нации тепло и искренне встретили преподаватели и учащиеся этого храма науки и просвещения. Новое образовательное учреждение в современном стиле и в соответствии с международными нормами построено ремонтно-строительным государственным унитарным учреждением исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан по заказу дирекции строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан в свете особого внимания и постоянной поддержки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сферы образования и создания достойных условий для обучения подрастающего поколения страны. Школа состоит из 3 этажей и рассчитана на 1280 детей в 2 смены. Образовательное учреждение состоит из 28 просторных классов, в том числе для занятий по химии, физике, математике и биологии.
технологии, 4 классов по трудовому обучению отдельно для мальчиков и девочек, 2 компьютерных классов, библиотеки с 2 отдельными читальными залами и 18 вспомогательных помещений. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил уровень и качество строительных работ и дал конкретные поручения ответственным лицам и преподавателям по воспитанию подрастающего поколения с использованием созданных условий в духе национальной гордости и патриотизма. На первом этаже здания находится столовая, рассчитанная на 150 посадочных мест, где школьникам будут предлагаться горячие и вкусные блюда. Для утверждения здорового образа жизни и привлечения учащихся к спорту здесь построен просторный современный спортивный зал на 240 посадочных мест. Спортивный зал предназначен для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В этом зале школьники получат возможность проводить занятия по физической закалке. Для проведения на должном уровне различных культурных массовых мероприятий в новом образовательном учреждении имеется просторный актовый зал на 185 посадочных мест, оснащенный необходимым оборудованием. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что с целью обеспечения тепла в зимний период все классы, коридоры, вспомогательные комнаты и рабочие кабинеты подключены к централизованной теплосети. Территории и окрестности образовательного учреждения озеленены. Здесь посажены вечно зеленые деревья, обеспеченные современной системой орошения. Другим вспомогательным объектом является водоснабжающая сеть, посредством которой вода поступает в учреждение с глубины 80 метров. Для обеспечения безопасности и постоянного наблюдения за учебным процессом внутри и снаружи учебного здания установлены 20 видеокамер. Во дворе образовательного учреждения глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с преподавателями и учащимися и напутствовал их на плодотворное использование созданных условий в направлении повышения уровня и качества обеспечения освоения учебных программ, работы с современной техникой и технологиями, изучения иностранных языков. Ну и сегодня же в рамках своей рабочей поездки в район Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 85 в селении Оли-Сомон сельского джамаата Зайнабобод. В районе Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию среднее общеобразовательное учреждение номер 85 в селении Оли-Сомон сельского джамаата Зайнабобод. Было отмечено, что учреждение построено с учетом современных строительных требований и предназначена на 640 посадочных мест. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что трехэтажное здание образовательного учреждения в течение года в красивом современном дизайне построено отечественным предпринимателем Абдуджабором Курбоновым. Здание возведено на территории среднего общеобразовательного учреждения номер 85, существующего с 1963 года. В школе созданы отличные условия для обучения и воспитания детей. Для налаживания на высоком и качественном уровне обучения имеется 13 классов, в том числе классы таджикского, русского и английского языков, физики, математики, биологии, химии и информационных технологий, оснащенных необходимым оборудованием. Со сдачей в эксплуатацию новой школы и принимая во внимание благоприятные условия, состав преподавателей из 25 человек будет прилагать усилия для того, чтобы поднять качество обучения и вооружать школьников современными знаниями. В ходе ознакомления уважаемый Эмомали Рахмон дал высокую оценку качеству строительных работ и назвал достойным похвалы созидательные начинания местного предпринимателя. Сдачу в эксплуатацию этого образовательного учреждения глава государства расценил как достойный подарок школьникам и учителям района Рудаки и призвал работников сферы образования с опорой на просветительскую политику, проводимую государством и правительством Республики Таджикистан, вносить свою лепту в воспитание подростков и молодежи. Глава государства подчеркнул, что развитие и продвижение страны во многом зависит от развития сферы образования. По информации ответственных лиц, второй этап строительства среднего общеобразовательного учреждения номер 85 в районе Рудаки начнется в ближайшем будущем. В соответствии с проектом на строящемся объекте будут находиться актовые и спортивные залы, столовая и другие вспомогательные помещения.
В рамках рабочей поездки в район Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Чоргул-Тепа дал официальный старт деятельности предприятия Ухан-Гудозии Таджикистан, таджикское металлоплавление. Общество с ограниченной ответственностью Ухан-Гудозии Таджикистан учреждено в свете созидательных начинаний лидера нации для устойчивой реализации 4-й национальной цели – это ускорение индустриализации страны, налаживание производства высококачественной отечественной продукции и экспорта за рубеж, а также создание новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния населения. В ходе ознакомления главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что основным направлением деятельности предприятия является переработка металлолома и производство 2 видов строительных материалов. Это арматура и проводники различных размеров. Для управления современными приборами и технологией, а также для упаковки произведенной продукции 150 местных специалистов привлечены к постоянной работе. Производственная мощность предприятия в год составляет 60 тысяч тонн арматуры и проводников. По утверждению специалистов, качество продукции отвечает международным стандартам. Сырье на предприятие частично поставляется из самой республики и частично из Республики Казахстан. Ну а дым и гарь перерабатываются и обезвреживаются посредством специального оборудования. Как было отмечено, для выпуска качественной продукции на предприятии в рамках сотрудничества со специалистами Китайской Народной Республики установлено современное оборудование китайского производства, а конечная продукция, арматура и проводники комплектуются после переработки металлолома, использования химических веществ и выплавки. Во дворе предприятия лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, представили промышленную продукцию района. В рамках созидательных работ по достойной встрече великого национального праздника, 30-летия государственной независимости и при поддержке и непосредственном внимании высшего руководства и правительства Республики Таджикистан, патриотически настроенных предпринимателей с привлечением зарубежных инвестиций, в районе Рудаки создано в целом 13 предприятий, где рабочими местами обеспечены 300 человек. За 8 месяцев текущего года объем производства промышленной продукции составил 243 миллиона 300 тысяч сомони. Этот показатель на 46,3% больше этого же периода прошлого года. В настоящее время в районе Рудаки успешно осуществляют свою деятельность 127 больших и малых производственных предприятий, и с учетом роста потребностей неуклонно увеличиваются объем производства и перечень продукции. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в районе Рудаки также посетил сельскохозяйственную выставку, и лидер нации ознакомился с диканским хозяйством Исматулло, селения Чоргул-Тепа. Труженики района Рудаки на выставке представили около 30 видов сельхозпродукции. Было отмечено, что в районе Рудаки осуществляют деятельность более 5000 диканских хозяйств. Земледельцы этого аграрного района страны в текущем году в период весеннего сева посеяли на площади 4371 гектар зерновые, на 3031 гектаре технические культуры, на 675 гектарах картофель, на 853 гектарах овощи, на 53 гектарах бахчевые и в целом на 10 тысячах гектарах самые различные виды культур. Произвели продукцию на сумму 379 миллионов 433 тысячи сомони. В ходе ознакомления с выставкой главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что в районе Рудаки особое внимание также уделяется садоводству и виноградарству. В общественных и диканских хозяйствах района в текущем году были созданы на 38,3 гектарах новые сады и на 2,5 гектарах виноградники, что больше на 4 гектара по сравнению с прошлым годом. В районе Рудаки большое внимание уделяют также развитию пчеловодства. И с ростом числа пчелиных семей ежегодно увеличивается объем производства природного меда. Главе государства было сообщено, что в настоящее время число пчелиных семей в районе насчитывает 2965. Пчеловоды в текущем году получили 22 тонны меда, что больше по сравнению с прошлым годом.
На выставке работники лесного хозяйства выставили образцы лекарственных трав и цветов. На выставке также представили результаты своей деятельности птицеводы. Было сообщено, что в настоящее время поголовье птиц в районе достигло 236 тысяч. Во время посещения президентом страны уважаемым Эмомали Рахмоном теплицы дихканского хозяйства Исматуло, где современными методами выращиваются огурцы, проинформировали, что площадь постоянно действующих теплиц в районе Рудаки в целом составляет 20 гектаров. Дихканское хозяйство Исматуло по указанию высшего руководства страны в 2018 году было создано отечественным предпринимателем Абдуманоном Хусановым на площади 4 гектара, а его члены вносят весомый вклад в обеспечение внутреннего рынка самой различной продукции. С использованием новых технологий в хозяйстве на площади 1 гектар создана теплица для выращивания различных овощей, в том числе огурцов и помидоров. Здесь постоянными рабочими местами и хорошей зарплатой обеспечено 10 человек. Целью хозяйственников является обеспечение во все времена года жителей столицы, города Душанбе, свежими овощами. В текущем году в теплице за 2 сезона посажены 25 тысяч саженцев помидоров и около 25 тысяч огурцов. За первый сезон с площади 1 гектар теплицы было получено 74 тонны помидоров, что принесло доход на сумму 407 тысяч сомони. За второй сезон хозяйственники до сегодняшнего дня получили более 80 тонн урожая огурцов. Воздухоснабжение и внутреннее воздухоочищение проводятся автоматически. В ходе ознакомления с вегетацией саженцев огурцов в этой теплице глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал достойным примера опыта земледельцев района Рудаки в направлении создания теплиц, и при этом лидер нации дал полезные советы ответственным лицам по увеличению площадей постоянно действующих теплиц, что будет способствовать обеспечению изобилия на внутренних рынках в городах и районах нашей страны. В рамках своей рабочей поездки в район Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в районном центре в торжественной обстановке открыл государственный герб и государственный флаг Республики Таджикистан. В рамках рабочей поездки в район Рудаки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре района в торжественной обстановке открыл национальный флаг и государственный герб Республики Таджикистан. Высота флагштока государственного флага Республики Таджикистан в поселке Сомуньо составляет 45 метров, ширина полотна его 7 метров, а длина 14 метров. Высота государственного герба составляет 22 метра.
Наряду с возведением флага и герба Республики Таджикистан вокруг этих двух национальных символов произведена посадка декоративных клумб и цветников. Территория объекта освещена, благоустроена и украшена, построены фонтаны. Отныне эта площадь станет местом гуляния и отдыха жителей и гостей района. Сооружение государственных символов было осуществлено в рамках созидательных указаний и напутствий лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во имя почитания национальных святынь. Проект национального флага и государственного герба Республики Таджикистан был разработан обществом с ограниченной ответственностью «Тадж-Махал-2010». Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценив выполнение строительных работ, дал указания и напутствия ответственным лицам еще больше украсить и благоустроить окрестности данного объекта. В рамках созидательных инициатив для встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех уголках страны продолжаются работы по созиданию и благоустройству. Создание государственного флага и герба Республики Таджикистан в центре района и превращение этого уголка в место гуляния жителей является достойным подарком населению района в честь общенационального праздника. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.